Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Совещание на КПП ПСОУ и с активом района. Аслан Бжаня посетил с рабочей поездкой Гагарский район. Парламент Абхазии ратифицировал межправительственное соглашение с Россией по возобновлению деятельности Сухумского аэропорта. На подстанции Новый Афон готовится к запуску нового трансформатора. Продолжаются рейдовые мероприятия по недопущению деятельности лжеэкскурсоводов на территории нашей страны. Аслан Бжаня посетил с рабочей поездкой Гагарский район. Глава государства провел совещание на КПП ПСОУ, осмотрел служебный комплекс, погранотряды СКБ Абхазии и территорию автовокзала. Затем президент провел совещание с активом Гагарского района по итогам деятельности за первое полугодие. В работе приняли участие премьер-министр Александр Ангваб, руководитель администрации президента Джинсу Хунанба, министр внутренних дел Роберт Киот. В начале рабочей поездки в Гагарский район глава государства осмотрел объекты, которые ведут хозяйственную деятельность на КПП ПСОУ. Президент также осмотрел здание пограничного отряда службы СГБ, которое было введено в эксплуатацию несколько недель назад. Старое здание пришло в негодность, стало ветхим, в нем появились трещины. В сутки в этом году пункт КПП ПСОУ переходит более 63 тысяч человек, что на 10% больше, чем в прошлом году, отметил начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов. На пункте таможенного оформления проведены работы по строительству подпорной стены. Далее глава государства провел совещание с премьер-министром Александром Ангваб, представителями погранотряда, СГБ, ГТК, МВД. Обсуждались вопросы выявления недостатков работы КПП ПСОУ и пути их решения, а также совершенствования работы контрольно-пропускного пункта. Мы сейчас этим занимаемся. Есть недовольство отдыхающих, местных граждан тем, как организован пассажиропоток, как встречаем мы людей, как их приглашаем к машинам, что это за машины, лицензированные, нет. Вместе с местной администрацией, я думаю, в течение 2-3 недель здесь наведем порядок. Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеце сообщил, что на пограничной территории будет построено здание таможенного оформления. На строительство выделят 21 миллион рублей. Ремонтные работы провели, довольны мы, практически все условия созданы, спальные помещения, столовая функционирует, питание нормальное, в принципе вопросов нет. Когда планируете приступить к строительству и завершить? Там какие-то шероховатости остались, вот мы согласуем с пограничной службой и с Минэком. Затем глава государства провел совещание с активом Гагарского района. Глава администрации Юрий Хагуш рассказал, что после обрушившейся на район стихии пострадали несколько сел, населенные пункты. Был организован штаб, а сотрудники МЧС работали круглые сутки. Создана комиссия по оценке ущерба, члены которой провели подворовой обход. Скоро начнутся выплаты. Помощь оказали и местные предприниматели. Всего наиболее пострадавших и нуждающихся в помощи государства свыше 400 семей. Комиссия определила степени и суммы материальной помощи. В ближайшие дни мы начнем оказывать денежную помощь наиболее уязвимой категории граждан, кто больше всех пострадал в результате стихии. Хотелось бы отметить и поблагодарить за поддержку предпринимателей района, которые с первых дней начали оказывать помощь, перечисляя средства на спецсчета пострадавших сел. Уже собрано более 11 миллионов рублей, и помощь продолжается. Чуть позже мы озвучим имена всех, кто не остался в стороне от общей беды. Поблагодарим их еще раз. Юрий Хагуш также рассказал о перспективах развития Гагарского района, о планах на будущее и их реализации. Он перечислил существующие острые проблемы в сфере водоснабжения, энергетики, нехватки школ, детских садов, спортивных залов, отсутствие качественного ремонта и оснащения медицинских учреждений, проблемы восстановления инфраструктурных объектов. Для решения всех вопросов, с которыми сталкивается район, нужно искать новые источники доходов и налогообложения. Планов много, дел много, и на все это нужны деньги. Даже при той положительной динамике налоговых поступлений, которая есть сегодня в Гагаринском районе,
Бюджет не способен будет их все реализовать. Соответственно, нам необходимо искать новые источники доходов. Затрагивая тему апарт-отелей, глава района отметил, что в администрацию поступают заявления от различных юридических лиц на разрешение строительства. Но нет законных оснований им в этом отказывать. Законопроект, представленный в Народное собрание, как я понимаю, будет способен как раз регулировать данный вид бизнеса с выгодой для государства. И он так и называется, если мне не изменяет память, закон о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Сегодня много полемики вокруг данного законопроекта. Я хотел бы затронуть несколько тезисов. Есть принципиальная разница в терминах продажа недвижимости иностранным гражданам и продажа жилой недвижимости иностранным гражданам. Наше законодательство уже долгие годы позволяет приобретение любой недвижимости на территории Абхазии иностранным гражданам, за исключением жилой недвижимости. Это происходит уже очень давно. А запрет на продажу жилой недвижимости иностранным гражданам как был, так и остается неизменным. За первое полугодие план фактических поступлений налоговых платежей выполнен на 194%, что в денежном эквиваленте составляет плюс 246 миллионов 852 тысячи рублей. При плановых показателях за первое полугодие 2023 года в размере 262 миллиона 836 тысяч рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей на 1 июля 2023 года составила 509 миллионов 688 тысяч рублей. Выполнение составляет 194%, в абсолютном выражении данная сумма составляет плюс 246 миллионов 852 тысячи рублей. Стоит отметить, что общая сумма задолженности по налоговым платежам по состоянию на 1.07.23 года составляла 299 миллионов 514 тысяч рублей. В том числе задолженность по текущим начислениям налоговых платежей составляет 14 миллионов 987 тысяч рублей. Проблемная задолженность, образовавшаяся за предшествующие налоговые периоды, составляет 251 миллион рублей. Сумма задолженности по непрошедшим перерегистрацию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляет 32 миллиона 598 тысяч рублей. Руководитель гагарского филиала «Черноморэнерго» рассказал о проделанной за 6 месяцев работе. Протянуто порядка 10 километров низковольтных линий электропередачи. Из всех работ наиболее масштабное строительство 2 высоковольтных линий Силуала-Хадзе. Действующая линия была перегружена, существовала острая необходимость увеличения мощностей. О проделанной работе также отчиталась начальник УВД Гагарского района и главврач Гагарской ЦРБ. Итоги совещания подвел президент Аслан Бжания. В Рызыге безработица порождает другие социальные проблемы. Это напрямую увязанные вещи. Поэтому мы, как молодое государство, как государство, которое непременно будет прогрессировать, мы будем и принимать лучшее, что есть, адаптировать в наших условиях с тем, чтобы сохранить свою идентичность, свою культуру и развить культуру на основе развивающейся экономики. Других целей нет. В ходе совещания обсуждались и другие вопросы, касающиеся актуальных для страны тем. Гугут Савардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о поездке главы государства в Гагарский район смотрите в нашей сегодняшней программе. Парламент Абхазии ратифицировал межправительственное соглашение с Россией по возобновлению деятельности Сухумского аэропорта. В окончательном чтении приняты поправки в Уголовный кодекс. Теперь за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, грозит срок, а также штраф вплоть до 200 тысяч рублей. В окончательном чтении внесены поправки и в закон об НДС. На повестке было 22 вопроса и раздел «Разное». Однако повестка претерпела изменения по порядку о законодательных инициативах и принятых законопроектах в репортаже Асиды Малия.
Очередное заседание сессии парламента и по предварительным расчетам заключительной весенней сессии включило 22 вопроса и, конечно же, предусмотрен раздел «Разное». Повестка тает на глазах, сказал спикер парламента Лаша Ашуба, когда депутаты стали озвучивать свои предложения исключить из повестки некоторые законопроекты. Два из них касались вопроса приватизации гостиницы «Амткел» и предоставления участка земли в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Самши-24». Третий законопроект касается международных договоров Республики Абхазия. Во всех трех случаях депутаты не возражали и большинством голосов проголосовали за то, чтобы снять с повестки. Депутат Кангварча предложил снять с повестки и законопроект о ратификации межправительственного соглашения об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению работы международного аэропорта. Основная причина такого предложения, по словам депутата, недоработка проекта в том числе. Он считает, что проект не нашел отражения ранее выработанным замечаниям парламентариев. Вопрос активно обсуждали и по итогу вынесли на голосование, в результате которого проект закона о ратификации остался в повестке. Депутат Эрик Рыштуни обратился к коллегам с просьбой поддержать законопроект об оказании государственных услуг и принять его в первом чтении. Речь идет о создании единого функционального центра, что крайне важно для общества. Если говорить коротко, то этот законопроект станет базой в создании госуслуги по принципу одного окна. Депутат Дауд Хутаба представил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. К примеру, согласно изменениям установлена уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. Также увеличены штрафы. Согласно поправкам, опрос на месте преступления не будет рассматриваться в качестве доказательства в суде. Вносятся изменения как в Уголовный кодекс, так и в Уголовно-процессуальный кодекс. Там, например, вводятся такие новые статьи, как купля-продажа человека. То есть нам объясняли, что на самом деле такие случаи бывали, но привлечь формально именно по такой статье не получалось. Предлагалось изменить содержание статьи клеветы, то есть тут увеличение штрафа от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Нам предлагалось приостановить действие статьи в УПК, которая регламентировала бы домашний арест. Неоднократно представители Генеральной прокуратуры говорили о том, что сегодня совершается ряд таких общественно значимых преступлений, по которым нередко суды в качестве меры пресечения суды выносят домашний арест, а это позволяет людям, обвиняемым в данных преступлениях, воздействовать на судебную систему, воздействовать на свидетелей, допустим, уничтожать какие-либо факты, свидетельствующие о совершении преступления. Дело в том, что сама по себе мера пресечения, домашний арест, не исполняется в должном образе, как прописано в статье 106 прим. 1. Там говорится о том, что на лицо, которое наложен домашний арест, должно быть электронный браслет, который будет отслеживать его перемещение. У нас есть ряд уголовных дел, где подозреваемые проходят те лица, которые находились на домашнем аресте, в том числе и особо тяжкие в виде убийства. Тем не менее, мы бы были согласны на данном этапе принятия общего запрета по домашнему аресту по особо тяжким хотя бы преступлениям. Депутаты рассмотрели возможность отмены домашнего ареста, но оставили эту меру пресечения допустимой на усмотрение судьи. Во втором окончательном чтении депутаты внесли изменения в закон о налогах на добавленную стоимость. Беслан Халваш уточнил, что это позволит возмещать налогоплательщику вычтенные суммы. Предлагается рассмотреть проект закона об установлении обязанностей по восстановлению сумм налога, принятых ранее к вычету при приобретении товаров, работ, услуг, в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае, если они перестанут использоваться в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость. Посредством тайного голосования на должность заместителя контрольной палаты был избран Зураб Отарба, а на должность аудитора контрольной палаты Беслан Торчо. Зураб Отарба и Беслан Торчо работают в этой сфере долгие годы, потому депутаты оказали им полное доверие. Во втором окончательном чтении депутаты приняли законопроект, регулирующий стаж деятельности для присвоения звания заслуженного. Теперь, чтобы статус заслуженный перешел в статус народный, понадобится 10 лет. Это касается артистов, деятелей искусств, работников культуры и художников. Что касается научной деятельности, для присвоения звания заслуженный деятель науки стаж не должен быть менее 15 лет. Во втором окончательном чтении принят и законопроект, предусматривающий изменения в закон о статистической деятельности. В
законе определены госорганы, обязанные предоставлять данные Госстату, а также утвержден порядок проведения статистических наблюдений филиалами и представительствами иностранных организаций. Повышение размера госпошлины регулирует законопроект, внесенный в парламент представителем президента Андрей Барциц. Согласно изменениям, госпошлина на выдачу обыкновенной рабочей визы вырастет на 1000 рублей. Андрей Барциц также представил законопроект о стратегическом планировании и вслед за ним проект, предусматривающий изменения некоторых законодательных актов в части регулирования стратегического планирования. Далее депутаты рассмотрели проект ратификации межправительственного соглашения об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум. Соглашение было подписано, как вам известно, в Санкт-Петербурге 16 июня 2023 года. Регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязанности сторон по реализации инвестиционного проекта. Депутат Алхас Барциц озвучил мнение профильного комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Заключение комитета было рекомендовать на сессию к ратификации данного соглашения. Проводя консультации с правительством, мы знаем, что сегодня есть ряд заявок, то есть это не один инвестор, который заявил желание на рассмотрение, находится 2 заявки. Помимо этого, определение российского юридического лица, то лицо, которое будет инвестировать в данный проект, будет осуществляться путем проведения отбора. То есть будет создана межправительственная комиссия, которая по определенным критериям будет выбирать, кто из инвесторов больше подходит для того, чтобы реализовать на территории Республики Абхазия данный проект. В этом документе будут отображены все внутренние механизмы работы данного соглашения. У многих возникает вопрос, почему на такой долгосрочный период инвестор освобождается от уплаты, то есть льготами предоставляются такие льготы. Во-первых, исходя из того, что мы проводили комитетские заседания, мы этот вопрос также озвучивали. Инвестор освобождается на такой период, исходя из того, что, учитывая, что аэродромная часть инфраструктуры, которая должна быть на нем образована, это зона ответственности нашей республики, Республики Абхазия. Инвестор также на себя берет обязательство за свой счет сделать реконструкцию, либо это будет капитальный ремонт, именно что касается аэродромной части. Министр экономики Кристина Узган приняла участие в заседании, чтобы дать развернутые ответы на вопросы депутатов, которые опасаются несовершенства правового регулирования деятельности инвестора. Парламентарии интересовались и тем, какую прибыль в бюджет принесет запуск аэропорта. У нас по бумагам это 25 лет никаких налогов, и этих мы ничего не будем там видеть. Вообще о чем речь идет? Вот это можете хотя бы разъяснить? Речь в данном случае идет о том, что инвестор будет финансировать все мероприятия, связанные с восстановлением этой инфраструктуры, исключительно за свой счет. При этом вся эта инфраструктура остается в государственной собственности. Также остается в государственной собственности объект историко-культурного наследия аэровокзальный комплекс. Вот я в этом соглашении не увидел, скажем, вот такую норму, что инвестор не имеет права кредитоваться в тех банках, которые, скажем, находятся в недружественных странах по отношению к Абхазии. То есть в этом вопросе я допускаю, что, скажем, инвестор, если этой нормы здесь нет, не прописано, то есть если нет запрета, значит он фактически может Bank of Georgia взять кредит, вложить сюда, ему никто не запрещает, потом применить процедуру банкротства, и наш аэропорт будет принадлежать Bank of Georgia. Правильно же? Вопрос залога – это не новшество в этом межправсоглашении. Вопросы залога у нас это гражданским правом. Поэтому в данном случае мы ничего нового в межправсоглашение того, чего законодательством республики не предусмотрено, не включили. Это первое. При этом все это соответствует нормам Конституции в отношении вопросов земли. Теперь второй вопрос относительно внесения изменений в межправсоглашение.
Но нормы законодательства, регулирующие международные отношения, в данном случае международные договоры, требуют обязательной ратификации любых протоколов, которые будут вносить в такое межправительственное соглашение изменения. И в данном случае такая же процедура будет предусматриваться и здесь. А теперь, что касается возможности привлечения денег. В данном случае мы не можем ограничивать инвестора только тем, что он условно исключает возможность привлечения кредитных денег. Но при этом мы себя обезопасили следующим образом. Во-первых, этот формат предусмотрен самим межправсоглашением, а также у нас есть норма в проекте соглашения ГЧП, которую мы сейчас отрабатываем, о том, что в случае, если инвесторам будут привлекаться заемные средства, то соглашение о привлечении таких заемных средств будет согласовываться с абхазской стороной в обязательном порядке. Мы понимаем, что это не самый рентабельный проект для инвесторов, поэтому фактически он отчасти социальный. Дальше что он будет приносить? Наверное, инвестор видит перспективу и Абхазии в том числе и с точки зрения большего количества туристов на территории Абхазии. Наверное, в этом. И с этим это связано. И мы входим в это положение, да, по льготным периодам именно из-за этого. Потому что 30 лет наш аэропорт закрыт, и с ним ничего не произошло. И в очереди инвестора не стоят на это, к великому сожалению. Нам тоже может не нравиться что-то из условий, которые указаны в этом соглашении. Мы хотели бы, чтобы оно было идеальным. Но мы должны полагаться на правительство, которое этим занимается. Если мы им совсем не доверяем, давайте скажем, что мы вам не доверяем. Нам это нужно, я согласен, как социальный объект. Действительно, это попытка, значит, нарастить тот объем людей, которые будут приезжать в Абхазию без вот этих вот проблем, связанных с границей. Второе, то, что, значит, это мое видение, как я это понимаю. Инвестор думает о будущем. Значит, у него проблем тоже, помимо того, что здесь перечислено, да, деньги достать и так далее, нужно иметь свой парк еще, самолет, но о котором думать надо, да? Ведь эти суда, которые будут летать сюда, они больше никуда не полетят. Они будут уже под международным арестом. То есть там есть свои проблемы. Но, как я полагаю, ситуация стала чуть-чуть меняться, вот, ну, на мой взгляд, в связи с проведением СВО. Когда стало ясно, что далеко не всегда можно куда-то полететь, ну, тут появилась возможность, если есть такое межправсоглашение, это хорошо. Устраивает ли оно меня полностью? Да нет, конечно. Я как настоящий абхазец хочу, чтобы нам просто дали деньги и отцепились от нас. Вот дали бы деньги, сказали, вот вам 10 миллиардов, пожалуйста, делайте, что хотите. Но в мире бизнеса так не бывает, к сожалению, большому. Более часа депутаты задавали вопросы и получали ответы от министра экономики. Поставив законопроект на голосование, абсолютным большинством соглашения ратифицировали. 30 проголосовали за, 2 против. Стоит отметить, что в рамках соглашения прописаны обязанности абхазской стороны, в которые входят реконструкция 2 подстанций в поселке Дранда и Ягудзера, а также ремонт подъездных дорог. По словам Кристины Узган, соглашение предусматривает и случаи невыполнения обязательств инвесторам. Если такое произойдет, то инвестор будет обязан возместить сумму льгот, предоставленную на период реализации этого проекта. Затем парламентарии рассмотрели 5 законопроектов, регулирующие статус земельных участков, а также законопроект, определяющий состав постоянно действующей комиссии по сотрудничеству между Народным собранием Абхазии и Госдумой Российской Федерации. Председателем комиссии избран заместитель спикера парламента Астамур Аршба. В состав комиссии вошли 10 человек. Асида Малия, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело в отношении сотрудника линейного управления внутренних дел на транспорте Ахрид Кибучава по факту мошенничества в крупном размере, совершенного с использованием служебного положения. Мизана Богателя и Эрика Матуа по факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Согласно материалам дела, Матуа и Богателя, представившись сотрудниками милиции, угрожая физической расправой, отняли у гражданина Туркмении 68 600 рублей. В тот же вечер Матуа и Богателя совместно с Кибучава отобрали у граждан Узбекистана 5000 рублей. В отношении всех подозреваемых Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проблема обеспечения населения Абхазии качественной электроэнергией актуальна почти для всех районов страны. Руководство Черноморэнерго делает все возможное, порой и невозможное, чтобы поддерживать энергосистему в рабочем состоянии. Вот уже более месяца на подстанции «Новый Афон» ведутся работы по установке нового трансформатора. На месте работ побывала Шазина Ханагуа.
Запуск нового трансформатора на подстанции «Новый Афон» планируется в ближайшие дни. Ранее здесь работали 2 трансформатора мощностью 6 и 10 мегаватт. Однако этого было недостаточно для стабильного обеспечения жителей электричеством. Подстанция «Новый Афон» была сильно перегружена. Трансформаторы, которые стояли у нас Т1 и Т2, не справлялись с этой мощностью. Было решено заменить один трансформатор 6-мегаваттный на 16. Таким образом, новый трансформатор позволяет загрузить подстанцию суммарно то, что оба трансформатора вытягивали, а теперь может выносить один трансформатор. Подстанция «Новый Афон» снабжает электричеством весь город и близлежащие села. Новый трансформатор в 2 раза мощнее старых. После его запуска совокупная мощность на подстанции с 16 мегаватт вырастет до 26. Фактически работы завершены. Значит, он был поставлен где-то месяца 1,5-2 назад, привезен сюда. Очень сложно было привозить, потому что видели, какие дороги узкие, и приходилось мучиться много и все. Но в любом случае это долгожданный трансформатор для нас, потому что он снял головную боль с этой подстанции. Плюс вот этот трансформатор 10-мегаваттный, который стоит вот справа здесь у нас, подлежит капремонту. Но его вести в ремонт нельзя было из-за того, что по мощности тогда подстанция не вытянет. То есть не сможет энергоснабжать весь район Новоафонский. Поэтому мы ждали, когда это делает трансформатор. Капремонт – это дело длительное, примерно 20 до месяца. Это большой объем работы, связанный с маслом, с изолятором, со всеми делами, которые требуют ремонтироваться. Он давно не ремонтируется, лет уже 15-20. Трансформатор мощностью 16 мегаватт был куплен в России. Его установка велась специалистами Черноморэнерго. На сегодняшний день все работы идут к завершению. Сейчас вот посмотрим, релейную защиту, релейщики закончили, мы то давно ждем их. Вот спуски подсоединят, будет команда нашего начальников и будем включать. Стандарт этого трансформатора 110 на 6 киловольт. А сейчас в основном выпускают 110 на 10. То есть все сети 10-киловольтные. А в Афоне, в Гаграх и в Кварчеле 6 киловольт. Это старый стандарт, он остается. И поэтому требовалось поискать его. Сейчас завод не выпускает 6 киловольт трансформатор. Это где-то нашли, не знаю где, но нашли его. По словам Виктора Вершинина, также новый трансформатор был установлен на Приморской подстанции. Еще 2 агрегата мощностью 125 мегаватт были установлены и в поселке Бзыбь. Виктор Вершинин отметил, что подстанция «Новый Афон» сейчас находится в более хорошем состоянии. Если вы видели, вон там старые выключатели, видите, МКП 220, они 110 киловольт. Это масляные выключатели с большим количеством масла. Очень сложно их обслуживать из-за того, что там технология такая. А взамен им сейчас вот выключатель, вот они. Вот видите, вот 3 столба. Вот этот выключатель заменяет вон тот с баками, который стоит. Видите, объем намного меньше, намного он технологичней в этом плане. Поэтому это есть смысл их ставить, потому что это все оборудование изношено уже и подлежит замене из-за того, что может авария быть. Специалисты Черноморэнерго уверены в том, что запуск нового трансформатора позволит значительно улучшить энергоснабжение Нового Афона и его окрестностей. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Общественные палаты Карачаево-Черкесии и Республики Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает Апснопресс. Предметом соглашения является стремление сторон развивать и укреплять институты гражданского общества, расширять общественные связи между братскими народами и обмениваться опытом работы, а также способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и сотрудничества, приверженности принципам мира, демократии, гражданского согласия, защиты прав человека, социальных и экономических свобод. 7 гидов-нелегалов были выявлены за один день на одном участке республиканской трассы. Сотрудники Министерства туризма продолжают рейдовые мероприятия по недопущению деятельности лжеэкскурсоводов на территории нашей страны. Репортаж Адицы Сагария. На 12-м километре республиканской трассы в Гагарском районе Министерство по туризму Республики Абхазия совместно с сотрудниками госавтоинспекции проводят рейды по выявлению нелегальных гидов на территории Абхазии. Проверки начались с 8 утра. В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако уже несколько лет им составляют нездоровую конкуренцию нелегалы, которые сочиняют историю и зачастую рассказывают небылицы. На данный момент сотрудниками госавтоинспекции проводятся рейдовые мероприятия. И, как вы видите, результат налицо. Выявляем
и пресекаем данный вид деятельности, незаконный. После выявления нарушений составляется административный протокол, изымается водительское удостоверение и выдается временное постановление. А изъятые документы и составленный административный материал отправляется в госавтоинспекцию. Во время проведения рейда было выявлено 7 правонарушителей. Так, лицензия. 21 год. Это на всю жизнь. На всю жизнь? Да. Будьте добры, пройдемте. В мероприятии приняли участие и экскурсоводы Абхазии, которые объяснили туристам, что нужно ездить на экскурсии с лицензированными экскурсоводами, а не с лжегидами, которые искажают историю республики и оскорбительно отзываются о жителях страны. Профсоюз экскурсоводов Республики Абхазия, вы воспользовались, вы приобрели путевку у нелегальных гидов. И к чему сейчас этим? Ну, вам никаких претензий нет. Вас обслужит лицензированный гид. Ему надо будет оплатить, и вам оплатить. А вы ему оплатили? Нет, еще. А зачем вы должны ему оплачивать? А зачем он вам услугу не оказывает. Он же нас довез до границы. Это нелегальный гид. Ему сейчас будут выписывать протокол и штрафовать его от 18 тысяч. Он не первый день так работает. Он у нас находится в базе. Это номер автобуса и, соответственно, следующий номер автобуса. Вам услугу окажут, то есть вы не волнуйтесь. Услугу вам окажут, и вы, естественно, оплачиваете тому туроператору, лицензированному, который вам окажет услугу. После долгой и вежливой беседы туристов пересаживали на экскурсионные маршруты с лицензированным гидом. Однако среди туристов были и те, кто отказался от поездки и вернулся обратно в Сочи. Гиды-нелегалы ведут экскурсию, искажая историю, культуру и принижая коренное абхазское население. Эта проблема в республике существует более 10 лет, отметила член Ассоциации экскурсоводов Абхазии Кама Мукба. Любой работник сферы туризма, что в этом году, вот в нашей сфере, работает гораздо меньше, чем в прошлом году. Но работа у нелегальных гидов на 200% увеличивалась больше. То есть, если мы работаем там в промежутке от А до Я, то они работают круглый год. И это не самое страшное, на мой взгляд. Самое страшное то, что идет такая сильнейшая дезинформация, оскорбление. Они скачивают информацию с Википедии. Там, вы сами знаете, трактат весь с грузинской тематикой. А экскурсоводы, они, значит, нелегальные гиды, они, значит, в основном едут из Туапсе, Лазаревской, Сочи, Адлер. Вот, они решили обходиться без услуг местных гидов, фирм. И, в принципе, весь заработок берут себе, при этом нанося колоссальный моральный ущерб. Рейды по выявлению нелегалов проводятся еженедельно на различных участках республиканской трассы. Также мы ведем информационную войну, доставляем людям информацию по поводу того, как и что делать, как себя вести, с какими структурами нужно связываться, чтобы вести легальный бизнес на территории Абхазии. И множество людей, кстати говоря, помимо того, что они оплачивают штрафы, также и встают на сторону закона, делают все законно, связываются с нашими местными туристическими компаниями. Вы выявляете не только гидов, но и водителей, да, которые... Конечно, любая нелегальная деятельность, связанная со сферой туризма на нашей территории, потому что мы преследуем какую цель? В первую очередь защитить нашу историю. А вот среди выявленных нарушителей есть, который осмелился второй раз приехать? Да, к великому сожалению, да, есть, но, тем не менее, поверьте мне, мы их уже прекрасно знаем, они нас уже прекрасно знают, и мы им не даем спуску ни на секунду. Мы всячески стараемся воздействовать на них нашими силами других правоохранительных органов. Мы пытаемся как-либо изменить их направление, поставить на сторону закона. Мероприятия по выявлению нелегалов-экскурсоводов сотрудники Минтуризма планируют проводить как можно чаще. Адица Сагария, Адам Рдженя, Абхазское телевидение. В Центральном выставочном зале открылась выставка «Сухумский авангард» конца 80-х годов. Данная выставка – часть проекта Батала Кубахи и Эльвиры Арсаля, над которым они работали последние месяцы. А в рамках проекта также состоится показ одноименного документального фильма и открытая лекция. Рада Чичава расскажет подробнее.
Термин «авангард» возник от французского обозначения, переводящегося как «передовой отряд». Как явление, авангард появился во всех сферах искусства примерно в начале XX века. Это целая система проникающих друг в друга стилей, концепций, теорий, языков и школ. В изобразительном искусстве авангард – это эксперимент с концепцией, цветом, формой, призванное видоизменять, а порой попросту стирать устоявшиеся формы. Авангардное искусство воздействует в первую очередь на эмоции зрителя, иносказательно и оригинально. Выставка «Сухумский авангард», как отметила руководитель ЦВЗ Эльвира Арсалия, это исследование культурного феномена, связанного с жизнью художников Абхазии в 70-80-х годах прошлого столетия. Период 80-х, 70-х годов в Абхазии, он очень интересный. И в общественной жизни, когда прошли вот изменения большие, да, они, несомненно, повлияли и на культурную жизнь. Выставка о особо духе свободы творчества, который был в Сухуме в 80-е годы. Открывшаяся выставка – лишь часть общей исторической мозаики, созданной проектом «Диалог культур», в рамках которого уже были проведены консервационные работы в Сухумской крепости и организована выставка. В рамках проекта также будет показан документальный фильм и проведена открытая лекция художника Адгура Дзидзария. По словам автора проекта Батала Кабахия, данная выставка рассказывает об особой творческой атмосфере Сухума в позднесоветский период и о группе художников, напрямую на нее повлиявших. Дело в том, что вот эти художники, помимо того, что они были как бы люди обособлены, как не очень принимаемые официально там институтами, занимавшиеся искусством, к ним потом присоединялись или они к поэтам, писателям, ученые, молодые. Мы ездили в Пицунду на семинаре. Мы были в марте там, когда началось, вот в Лыхнах собирались в 1987 году. Мы все поехали туда. Это было время формирования различных идей. Вот художники этого направления внесли свою лепту. Композиция представлена работами Адгура Дзидзария, Виссариона Цвижба, Александра Семенцова, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Алексея Шервашидзе, Александра Баяджана, Валерия Аркания и Леварсы Будба. Каждая из выставленных работ оригинальна, аутентична, полна красок. Художники, чьи работы вошли в композицию, творили и творят не просто разнообразно, вне рамок, ограничений, свободно и живо. Это вот творилось именно как внутренние позывы, такие позыв души, позыв, это вот, как сказать, художник, который пытался все-таки пробиться и выразиться. Это роль искусства. Оно все время пытается выйти за рамки. И когда предлагается вот творить вот в этих указанных рамках, это претит, как сказать, натуре художника. Адгур Дзидзария также рассказал о своих работах, представленных на выставке. Здесь это такой разнобой, это случайно какие-то уцелевшие, это вот пробы были Афорта, там, например, вот эти верхние, это времен, ну, я как бы какие-то задачи ставил. Вот это Афорт, который я сделал из 2 досок, это двухцветный. Где-то я пробовал технику сериграфии, единственный опыт сериграфии, здесь из 3 рам, 3 цвета здесь. Это тоже своя техника, ну, вот такие пробы. Ну, вот это тоже один из очень ранних Афортов. Но я его расцветил акварелью недавно. Выставка доступна для посещения до 4 августа. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. В связи с установившейся жаркой погодой и существенным повышением рисков возникновения природных возгораний, МЧС Абхазии призывает граждан и гостей республики соблюдать правила противопожарной безопасности в лесных зонах, расположенных на побережье и горных массивах. Особенно при проведении хозяйственных работ или отдыхе на пикниках. Руководителям местных администраций необходимо контролировать ситуацию с наличием средств пожаротушения для оперативного реагирования в случае возникновения природных возгораний. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 27 июля на территории Абхазии ожидается ясная погода. Будет удушливо жарко. Температура воздуха ночью плюс 22-27, днем плюс 30-35 градусов. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего доброго.